Открывая встречу, глава республики поздравил присутствующих с большими успехами, отметив, что их победы стали радостным событием для всех жителей республики. По словам Юнусбека Евкурова, это результат целенаправленной работы педагогов, родителей и самих школьников. Радует то, что год от года вас становится больше, что благодаря вам об Ингушетии говорят хорошо. Мы все испытываем чувство гордости за таких учащихся и благодарим ваших родителей за данное вам воспитание, отметил руководитель республики. Наши дети, которые делают все, чтобы показать нашу республику с лучшей стороны. Мы сегодня собрались в этом зале по важному мероприятию. Вчера в этом зале, на этих местах, сидели совершенно другие люди. Начну с этого, со вчерашнего. Люди, чьи дети сейчас находятся в морге. Люди, чьи дети находятся в лесах с оружием в руках. Родители, и папы, и мамы, которые не пошли по тому пути, по которому вы идете, не пошли по тому пути, который надо выбрать, который нам завещал и Всевышний, и наши предки, и наши старшие, которые создавали эту республику. А пошли по пути, и пошли не по тому пути, которого им говорят родители. Нет ни одного отца или мать, которые сказали бы: идите с оружием в руках, воюйте против своего народа. Но они пошли по тому пути, который им показывают какие-то проходимцы, совершенно не являющиеся авторитетами для нас, для всех. И вот эту параллель должны увидеть жители республики, и не только жители республики. И вот вас должны увидеть все регионы Российской Федерации, весь мир. Хочу сказать большое спасибо за то, что вы делаете все, чтобы эти позорные явления, которые сегодня есть в республике, к сожалению, которые творят наша молодежь в том числе, вы это все стираете своими хорошими, прилежными, воспитанными действиями, учебой, спортом, работой. Это очень важно, и вы должны это понимать. Можно сегодня показывать всевозможное. Дворцы культуры, дворцы спорта, все можно показывать. Но вас вот показать, вот таких хороших, показать ваши результаты, а мы их сейчас попозже озвучим, этого достаточно, чтобы показать всем. Вот она, Ингушетия, молодая республика. Вот это будущее Ингушетии. А не вот эти обманутые. И смотря на вас, вот те ребята, которые встали на неверный путь, должны понимать, они не более вас мусульмане. Они менее. Они недостойны называться ингушами. Почему? Потому что они вредят своей республике, своей родине, своему народу. А вы достойны ими называться. Почему? Потому что вы высоко держите флаг республики. И вам огромное спасибо, и особо спасибо вашим родителям, которые вас воспитывают, направляют на этот путь. По словам Юнусбека Евкурова, ребята должны проявлять поистине бойцовские качества в учебе, спорте и творчестве, как это сделали кадеты из Ингушетии на смотре кадетских корпусов в России. А какую песню пели? Сможете сейчас спеть? А? Можете спеть? Чего? Ну, команда, вместе шагом можете? Вместе шагом. Может, давно проверить? Вы пели? Да, вы пели. Этот важный слоган. Именно такое подрастающее поколение нужно молодой Ингушетии. Их светлые умы и чистые сердца способны поднять Ингушетию, способны сломать негативные стереотипы последних лет.
Молодцы, мы гордимся, видим, наблюдаем. Это не только заслуга ваша, это заслуга всего коллектива корпуса кадетского, это заслуга руководителей, профессорского преподавательского состава, который там работает, всего персонала Горского кадетского корпуса. Конечно, марку надо держать, конечно, надо наращивать, конечно, надо лучше делать. Кто 104, тот должен 204, кто 36, тот должен 66 и так далее, и так далее. Сегодня мы вас поздравляем, говорим спасибо за труд, в том числе за ратное, за то, что вы есть, за то, что вы держите наш флаг телом республики и показываете всем, какие есть в республике ребята. Ну а для девчонок, вот готовые женихи, выбирайте сразу. Спасибо. Глава Ингушетии отметил, что забота о подрастающем поколении является одной из главных задач руководства республики. «Хочу заверить, что вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Проявляя заботу о детях, молодежи, мы проявляем заботу о будущем нашего народа», сказал Юнусбек Евкуров. Мы вас, в отличие от всех спортсменов, сегодня вам вручаем грамоты и не администрация, а народа республики. Вручаем такую небольшую премию. Надеемся, что где-то она вам тоже поможет. Марков Диарян сказал, что? Огромное спасибо Министерству спорта республики. В завершении встречи глава Ингушетии подарил всем участникам ценные подарки. Талантливым ребятам подарила свою песню и настоящая звездочка ингушского народа Лема Нальгиева. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести». Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров пригласил на встречу родителей и родственников участников незаконных вооруженных формирований, ликвидированных в ходе спецоперации 28 марта 2011 года в сельском поселении Верхний Алкун. Глава республики неоднократно обращался к близким и родным этих молодых людей с просьбой уговорить их вернуться к мирной жизни. Сколько я не обращаюсь, сколько не прошу, почему-то пока дети живы, никто не хочет прийти и сказать: помогите. Я понимаю, конечно, что дети во многих семьях вас уже не слушаются. Но и здесь надо иметь мужество прийти и сказать: все, это не наш сын, все, он не слушается. Мне обидно не то, что они где-то там ради чего-то погибли бы. Мне обидно то, за кем они пошли, кто их повел. Какой-то несчастный рыжий сукьян, кличка такая у него, рыжий сукьян, отрывает от вас детей, уводит в лес, заставляет их взрываться, свою же республику губить.
Ну, объясните мне логику, как вы их воспитываете, как это происходит. Для этого мы им даем образование. Ну, независимо, кто там, рыжий сукьян, там, не рыжий сукьян, какая разница? Мы для чего это все делаем? Для чего детей воспитываем? Сегодня уже известны факты некоторые. Уже ходят родственники убитых, там, милиционеров, убитых граждан, к родственникам те уже, кто в незаконных вооруженных силах состоял, уже кровную месть объявляют. И сейчас эти родственники ходят ко мне, просят помочь. Ни одного поступка нашего, как нам видит Всевышний, дал Иоанн. То, что на том свете спросится, мы не позволяем, мы не делаем почему-то. Мы цинично тому, кто ворует, тому, кто убивает, тот, кто живет незаконно, цинично ему говорят, что все хорошо. Далее участников встречи об итогах спецоперации проинформировал прокурор Ингушетии Юрий Турыгин. По его словам, в селении Верхний Алкун была обнаружена база боевиков, для ликвидации которой использовалась авиация. Была проведена специальное оперативно-поисковое мероприятие в лесном массиве Сунжинского района, около селения Мержи. Это недалеко от селения Алкун, где-то в пределах 15-20 километров. В этом районе была обнаружена замаскированная база незаконных вооруженных формирований, в которой, по данным разведки, находилось где-то порядка 30 членов незаконных вооруженных формирований, которые входили в состав бандгруппы. Была применена соответствующая техника, и по нашим данным в настоящее время нейтрализовано 17 участников НВФ. По последним данным, их число достигло до 19. В числе лиц, которые в настоящее время опознаны, это Аушев Сулейман Алиевич, это житель города Назрани Насыркурта, улица Инсмузеева, дом 6, Ганижев Адам Магомедович, 90-го года рождения, уроженец деревни Деметьевка Орловской области. Он ранее проживал в селении Али-Юрт, который, согласно заявлению родителей, 31 августа 2010 года ушел из дома и больше не вернулся. По данным МВД по республике Ингушетия, Ганижев, было в отношении его заведено розыскное дело как без вести пропавшего 9 сентября 2010 года. По нему проводился розыск, оперативное мероприятие. Далее, Угурчиев Муса Салманович, 86 года рождения, это житель станицы Орджоникидзевской Сунжинского района. Далее были жители города Грозного, это Стамиров Ильман, Чеченская республика. Богатырев Хабибулла Магомедович, это тоже житель нашей республики, 1990 года рождения, он проживает в селении Сурхахи. Адаев Призван Рамзанович, 83 года рождения, Сунжинский район, станица Нестеровская. Он находился у нас тоже в розыске. Также установлена женщина Хатуева Фатима Хоевна, это жительница Чеченской республики, на селении Бамут. Вот то, что говорил уже глава республики Абдуллаев Супьян, по кличке Рыжий Супьян. Он житель Чеченской республики, Веденский район. Ну и вот буквально вчера были установлены еще один, это Муцольгов Ибрагим Султанович. Он житель нашей республики, селение Суркахи, улица Казанская, 8. Значит, кроме того, вот, в результате осмотра места происшествия и тех уже объектов, которые были установлены, на вооружении этой банды находилось различные виды стрелкового, автоматического оружия. Вот в прошлом году кто-то добровольно сдался, кто-то пришел, а кого-то задержали. В общей сложности 54 человека. В этом году цифра уже таких 6, даже вот на наш период, на сегодняшний период времени. Значит, те, кто совершил преступление, они, естественно, предстанут перед судом и будут отвечать. Те, на руках у кого крови нет, они могут вернуться к мирной жизни и заниматься. Поэтому большая роль, безусловно, принадлежит родственникам этих ребят, которые в ряде случаев оказались просто
втянуты некоторые обманом, некоторые еще какими-то посулами, а может быть в погоне за какими-то виртуальными мечтами о каком-то свободном государстве. Поэтому сегодня, поскольку здесь находятся родственники членов незаконных вооруженных формирований, которые погибли или в настоящее время находятся в розыске, я обращаюсь: примите все силы, исходя из вашего авторитета, как родственников, как старших людей, и по тейпу, и то, что вы родители, и примите все возможные меры, чтобы эти люди вернулись к вам, в ваши семьи. Обращаясь к родным уничтоженных преступников, Юнусбек Евкуров сказал, что они должны упреждать неправомерные действия своих детей, вовлеченных в террористическую деятельность. Если у вас есть хоть малейшее подозрение или информация о том, что оставшиеся члены ваших семей находятся под влиянием участников НВФ, сообщите мне или в правоохранительные органы. Кто их уговорил пойти в лес или пойти с оружием в руках воевать против своего народа? Дело переждали, если бы Всевышнего боялись, это слово вообще никто не говорил бы таких слов. Как вы смеете вообще такие слова говорить-то? Какие джихады? Дишь аж на маслу хая аж мити, ханя буга кахуа джихади дарги хами, хотя духан джихад, адя гнан каш. Я смотрю, вертишь духан. Как так получается? Здесь сегодня присутствует и совет тейпов, и старший тейпов, ваших тейпов присутствует. И днем и ночью вы должны искать тех, кого не уничтожили или кого еще не заставили где-то пойти взорваться. Должны искать, найти их должны. Ходить по лесам, выступать по радио, выступать по телевизору, уговаривать, умолять, чтобы они вернулись домой. Мы же вам поможем. Но сделать все, чтобы других не заставили пойти по этому следу. Провести еще раз ход села в Али-Юрте, Шурхахах, Нестеровске, в Плиево. Не надо стесняться людям сказать, кто прав, кто виноват. Ну что в этом плохого-то? У нас Богатурева Малавра, я Хабибулла Хабарю Хавари. А до этого, он же пострадавший бегал. До этого еще у тебя пострадали дети? Да, до этого еще раз. Масва'ваха. شيخ سامي وقال لي نعم وفينا أبو جعل يقول حرام يا في ناس هذا بيجوا نفرم يكون دور الشيخ каждый родитель вы можете ضغط الجو دستات يعني شيء уродовский получил его живут никто не водит день нам вахис каждый родитель хочет как-нибудь завтра послезавтра появится след Богу говорит я что тебе говорит да арвах говорит опять ну пока это каждый ده случай حقه أشد هذا الشهر إيش ويا حواء صنع سالدات في تموش نافع وين سدينا هذا صار وقت يكلي سدارش كنجي مسوي طائر أنا الروش كان تمسنا خوشة إجماش بيلتش صادق تاعت البودي شاد تشاد حواء دواء حالش حكيت حالش مثلا مليتي وش تشاد إشتم فيزا اختيار ناس دقيقة نودات ناس إشتم سيوتر إشتبلج لسه الوقت سموه شو زيزوم سندشل غلش ليك خدشون دال بول زاخش از زيادة ديتي بيا وروز وزيادة طبعا مودر حدات سون بال رات مسبوش ناخذ بال но сондик это да адо хам цит дат яндер суд яндер суд яндер датулом сайбагида сан салиуда царство. Руководитель республики также добавил, что родителям, потерявшим своих сыновей, необходимо приложить все усилия для того, чтобы найти людей, которые втянули их детей в ряды незаконных вооруженных формирований. Давайте подумаем о живых. Какую помощь оказать здесь живым? Почему мы об этом не думаем? Конечно, было бы хорошо,
Если бы вы все, когда я вас спросил, когда они живые были, уговаривал вас, пошли бы все вместе в лес с матерями, с детьми. Как люди ходят черемшу копать, вы бы просто пошли в лес, в мегафон кричали бы этим субхиянам и всяким там проходимцам. Дел цуяхаш, дал машал пехмар цуяхаш, боккалат хайкинах, димбош, хабаиш, чебакитыш. Но вы же этого не делаете, вы же этого не хотите делать. Вам стыдно это делать, вы стесняетесь этого делать. حم والله حم دعدول شخص زعمي شو تدعدول زعمي دولش عاس حم صوت صد شيء تو تغن هو دوق حم حقو تغن أسبتش عياق شو أسقيت ده يبص موقع صغرين بيو يوقو إرسي الله يرج شو ديزل وسبتانيا حم دا ديك دازنا ناس دعدل ديش دوق دس ديزل إيش ديزل الله حين خص يتسك حي ولا تنصح وياخا إيش دنيا شعب عدخي تسابع دان دات ديزل خو دنيا شوال عدل بالشحق وتدا شريعته بوصل دنون بيميخ باغز دينوس تديد فسن بوصل ناقد تحسبوش ناقد تخيتي بوصل ناقد بيلامز ده مارفر ده حاجز ده واش يقول دلد ده تيازيت ده ونر دعول ده واش يقرل ونجي تحطم ده تحتيت ده زعين ناقد كز ناقد ده الوقت ده ششر شدول ده بير حد اللي عدل ديش دز اجي حالتو ديز الدنيا هي جنان خجيسو تبيرا شي سجوا على شي ديز خوغوي خاديسن شي حيو على جوسد دين سو جوال يسو از سو عبير العوض وحق دز نقاس عتندكنا نخرج يتي قوانا تبيرو عسون خرج موش نانو يا وسبتانير قد ادعمل لوج الوسبتانير ذكر دو حنفت ادعمل لوج الوسبتان ذكر دو حمد دانا نشيت حمن بريمير خلر إلشنو يوخز ديال سمو ديال خلط وأن يكون الآباء والأمهات ازداناني قدوة حسنة إرسي على بريمير для подражания خليستان زوخسو ازدانان في أقوالهم وأفعالهم بعدش دول قميالت بريمير خليس ازدانان ستيز الخوتشو سو حيجو действующий пример نخليز السن. По мнению Юнусбека Евкурова, Совет Тейпов и все общественные организации также должны быть вовлечены в опеку над молодежью республики. Нельзя позволять молодым людям губить свои и чужие жизни. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести». Глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров принял в рабочем кабинете своего помощника, советника Мухарбека Дикажева. Руководитель региона поздравил именинника с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в деятельности. Далее участники встречи обсудили текущие вопросы. Мухарбек Дикажев проинформировал главу об итогах работы по взаимодействию с МВД Республики Ингушетия. Группы, с которой я работаю, побольше изучить объективно это мнение, особенно о руководящем составе органов внутренних дел, чтобы с той целью, чтобы все-таки же остались на работе или на руководящих должностях действительно принципиальные, работоспособные и профессионально подготовленные и людьми уважаемые руководители. Такая работа на данном этапе, в такой стадии проводится. По словам Юнусбека Евкурова, в ряды полиции должны войти только лучшие сотрудники правоохранительной системы республики. Контроль за качественным формированием нового штата осуществлять глава республики поручил специально созданной комиссии, в состав которой входит и помощник, советник Мухарбек Дикажев. Надо исходить из того, что из принципиальности самого милиционера, который просто болеет за дело, который день и ночь находится на своем рабочем месте, на территории, который беспокоится и в состоянии организовать работу в коллективе. У нас большие проблемы с руководителями РОВОДа, ГОВОДа. В своем большинстве они молодые, не обучены, не подготовлены. Но они хотят работать, они обучаемы. Есть руководители, которые опытные, нормально и работают достаточно хорошо. Но есть те, которые опытные, вроде бы и нормальные, и звания позволяют, но при этом работают полсилы. С теми надо принимать решение, чтобы их уже в состав полиции не допустить. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести».
В начале инспекционного осмотра глава Ингушетии посетил строительную площадку, где сейчас идет возведение стоматологической поликлиники. Юнусбек Евкуров отметил особое значение данного объекта для населения республики и подчеркнул, что все трудящиеся здесь работать должны на совесть. Затем глава Ингушетии посетил место строительства котельной в городе Магаз, которая после ввода в эксплуатацию будет выдавать хорошую мощность. Проверив ход и качество работ, Юнусбек Евкуров на месте дал необходимые указания руководителям ответственных ведомств по решению некоторых проблем, возникших в ходе строительства. И в завершении поездки глава Ингушетии посетил практически готовое к сдаче в эксплуатацию общежитие на 310 мест, предназначенное для профессорско-преподавательского состава и студентов ИНГУ. Юнусбек Евкуров отметил высокое качество выполненных работ и сказал, что такой подход к возведению государственных объектов должен стать примером для подражания. Необходимо, чтобы здесь в ближайшее время построили автостоянку и, очень важно, детскую площадку. Людям, проживающим в данном общежитии, необходимо создавать самые комфортные условия для проживания. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести».